Здравствуйте, добро пожаловать на урок химии. И сегодняшняя наша тема – это электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Цели нашего сегодняшнего урока – это научиться определять кислотность и щелочность растворов, используя индикаторы, также умение писать уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей. Также проведем с вами небольшую лабораторную работу, приготовим с вами как индикатор в домашних условиях, который, я думаю, каждый из вас сможет сам повторить. Хорошо, давайте для начала просмотрим, как у нас происходит диссоциация кислот. Кислоты при растворении в воде, при диссоциации в воде распадаются на ионы водорода и на противоположные анионы. Далее ионы водорода соединяются с водой и образовывают гидрониум-ионы. Вот эти H3O плюс катионы. Давайте рассмотрим на примере следующих кислот. Первая диссоциация азотной кислоты происходит следующим образом. Азотная кислота HNO3 соединяется с водой, при этом диссоциирует на гидрониум-ион плюс нитрат-ион. Или же можно это все сокращенно записать как просто азотная кислота диссоциирует, распадается на ион водорода и на нитрат-ион. Также кислоты могут быть многопротонными, то есть это кислоты, имеющие более одного атома водорода. Их диссоциация происходит поэтапно. Например, диссоциация серной кислоты проходит в два этапа. Перед нами вот серная кислота. Первый этап у нас отделяется один ион водорода и остается HSO4-. Второй этап, соответственно, HSO4- ион распадается дальше, еще выходит у нас второй водород и остается у нас с вами сульфат-ион. И так далее. То есть, если у нас была бы ортофосфорная кислота, соответственно, у нас было бы три этапа. Общим элементом для всех кислот является водород, который отвечает за их общие свойства. Таким образом, согласно теории электролитической диссоциации, кислоту можно определить как вещество, которое образует ионы водорода в водном растворе, или же гидрониум-ионы H4O+. Идем дальше. Щелочи. Растворение, диссоциация основания приводит к образованию гидроксид-ионов. Уравнение диссоциации натрия OH и кальция OH показаны ниже. Смотрите, также в случае, как и с кислотами, у щелочей могут быть такие вот, как натрий OH, содержащие только одну OH-группу, или же такие же, как кальций OH2, содержащие две OH-группы. Получается, здесь тоже у нас есть, как у кислот, поэтапная диссоциация. То есть у натрия OH только один OH, и получается у нас только один этап. Соответственно, распадается на катион натрия и на анион гидроксида. В кальций OH у нас имеется два OH, и в соответствии с поэтапной диссоциацией сначала один OH отделяется, остается у нас кальций OH+, далее этот кальций OH+, распадается еще на вот один OH- анион и на кальций катион. Также можно записать просто как суммарное уравнение диссоциации кальция OH дважды. Кальций 2+, плюс 2 гидроксид аниона. Теперь в целом, как понимать сам процесс диссоциации? Давайте с вами представим такую, как колбочку или химический стакан. У нас там уже есть вода, и мы с вами добавляем натрий OH.
И так как у нас молекулы очень маленькие, мы с вами физически не сможем добавить просто одну молекулу натрия OH в раствор. Что мы с вами можем сделать? Это добавить измеренное количество заранее. Это же может быть в граммах, или же может быть в молях, или может быть это просто 1 ложка натрия OH. И как это все посчитать? Давайте возьмем просто с вами 1 моль натрия OH. Получается 1 моль натрия OH, это у нас с вами, соответственно, 40 грамм. 40 грамм можно отверить на весах, или же, там, не знаю, взять 4 столовые ложки, ну это если брать на глаз, да. Соответственно, в 1 моле натрия OH содержится 6,02 умножить на 10 в 23 степени молекул натрия OH. Что это нам дает? Что при растворении в воде у нас натрий OH по постулату Арениуса распадается на противоположно заряженные ионы. Это у нас натрий плюс и OH минус ионы. И получается, у нас было изначально 6,02 умножить на 10 в 23 степени молекул. Эти молекулы распались на отдельные части, на отдельно натрий плюс и отдельно на OH минус. И смотрите, казалось бы, да, нам, соответственно, вот, если у нас натрий OH это 6,02 на 10 в 23, части тоже 6,02 на 10 в 23, 6,02 на 10 в 23. Но на следующем занятии мы с вами поймем то, что это не так. Пока главное нам понять то, что вот в воде у нас с вами плавают эти самые ионы. Натрий плюс, OH минус, натрий плюс, OH минус, также там вода, да, молекулы воды и очень много молекул ионов натрия, ионов OH и молекул воды. Просто мы это с вами не видим глазами. И как теперь определить на глаз, что у нас там в растворе содержится? Теперь давайте с вами приготовим домашний раствор индикатора pH. Для этого нам с вами понадобится, давайте пройдем сюда. Для этого, для всего эксперимента нам понадобится стакан на 400 мл, мерный цилиндр, сама краснокочанная капуста, такая красивая, фиолетового цвета, очень красочная. И также заранее 3 подготовленных раствора или жидкости. Теперь сам процесс, как готовить наш индикатор из краснокочанной капусты. Первое, нам нужно нарезать капусту на маленькие кусочки, поместить капусту в большую стеклянную емкость, в данном случае это наш стакан, подождать около 10 минут, я думаю, нам в принципе минуты хватит, отфильтровать растительный материал, чтобы получить жидкость синевато-зеленого цвета, налить примерно 50-100 мл индикатора из краснокочанной капусты в каждый стеклянный контейнер и добавить растворы к вашему индикатору до изменения цвета. В принципе, все вот так вот просто. Давайте сначала нарежем, да, нашу капусту. Так. Давайте. Нам, в принципе, хватит небольшого кусочка. Так, смотрите, капуста изнутри, вот, у нее такая очень красивая структура, выглядит очень насыщенно, и внутри у нее много извилин. И, в принципе, вот это можно все оставить, нам хватит небольшой части.
Химия – это своего рода кулинария, да? Так, у нас здесь уже заранее была вскипячена вода. Давайте просто ее добавим. И немного подождем. Смотрите. Изначально, когда мы только добавили воду, у нас раствор приобретает такой синеватый оттенок. И по мере как раскрытия пору капусты, или же по мере вот того, как она будет растворяться в воде, ее как элементы будут переходить в раствор, то наш раствор будет принимать более такую как насыщенную, более темную окраску. Сейчас с вами немного подождем, и далее, думаю, можно будет уже использовать этот индикатор. Хорошо, в принципе, минуту плюс-минус подождали. Думаю, уже этот раствор можно использовать в качестве индикатора. Конечно, лучше дать ей настояться побольше времени, но думаю, в принципе, то, что мы сейчас уже получили в раствор, этих элементов нам хватит, чтобы определить, что у нас с вами скрыто в этих 3 стаканах. Давайте перельем. Надеюсь, вам будет все прекрасно видно. У нас здесь есть вот 3 стакана. Сейчас, на первый взгляд, они абсолютно одинаковые. Все они содержат прозрачную жидкость. И сейчас давайте с вами узнаем при помощи индикатора, что скрывает за собой каждый из стаканов. Давайте проверим первый стакан. Первый стакан показал такой зеленовато-желтый цвет. Может, цвет поменяется. Идемте дальше. Смотрим второй стакан. Второй стакан показал нам такой вот розовый оттенок. Надеюсь, его четко видно. И также смотрим третий стакан. Третий стакан такой синеватый цвет, но в принципе он перенял цвет вот самого нашего индикатора. Ну, в принципе, смотрите, индикатор, он еще больше настоялся, можно его теперь отсюда прям добавить. Добавляем сюда, добавляем еще сюда и добавляем еще сюда. Так, у нас растворы стали еще более насыщенными. Вот он розовый, вот он голубой, синий, ну это цвет раствора индикатора. И вот он такой желтенький цвет. Далее приложу как график с тем, как pH изменяется в соответствии вот с цветами от 0 до 14. Но можно здесь уже с вами определить то, что это у нас с вами щелочь, такой желтенький цвет. Это у нас с вами кислота, такой розовенький цвет. И это у нас с вами нейтральная среда, то есть вода. Индикатор в ней окраску не поменял. Это дистиллированная вода. На этом все. Спасибо вам большое за внимание. И увидимся на следующих уроках.